С производством фабрики «Рокос» сегодня ознакомился председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев. Для сотрудников предприятия визит премьера стал приятной неожиданностью. Чиновнику рассказали, что уже более 10 лет завод производит столы и стулья из благородной древесины. Продукция востребована не только в России. Часть поставок уходит в Казахстан. Все начиналось с мастерской, грубо говоря. Мы начали производить двери, потом, значит, вот в 2007 году закупили оборудование. Все оборудование у нас немецкое, итальянское, по технологии итальянцев. 3 года у нас тут жил итальянец-технолог, он обучал нас. То есть это к тому, что процесс становления был, конечно, очень сложный. А сейчас мы одни из крупных производителей. Сейчас на фабрике осуществляется полный цикл деревообработки и производства мебели. Единственная проблема – нехватка кадров. К сожалению, в Северной Осетии нет учебного заведения, которое бы готовило специалистов для работы по дереву. Пройдя по всем цехам, премьер-министр отметил хорошую динамику в развитии предприятия. По его мнению, сейчас завод должен только набирать обороты. Со своей стороны правительство попробует оказать максимальную поддержку. Конечно, у работы предприятия всегда есть какие-то сложности. Поэтому мы сейчас переговорили, есть моменты и в вопросах госзаказа, и в поддержке государственной, там где-то по кредитам, погашение процентной ставки. То есть сейчас будем в рабочем порядке решать, да, что это для приобретения новых станков, да, для расширения производства. Затем премьер-министр отправился на завод «Радуга». На предприятии трудится около 200 человек. Здесь выпускают узлы и комплектующие для систем слежения за воздушным движением, которые используют для гражданской и военной авиации. А в прошлом году предприятию выдали лицензию на выпуск и реализацию военной техники. Эта машина производит все детали для узлов метеолокаторов. Для каждой здесь своя программа настроек. Например, на изготовление такой конструкции уходит около 7 часов. Если раньше эту работу выполняли сразу 5 человек, то сейчас за процессом производства следит только 1 специалист. В конце этого года завод «Радуга» планирует перейти к полному производству всей электронной начинки для метеолокаторов. Только в прошлом году за счет налоговых отчислений предприятия бюджет республики пополнился на 20 миллионов рублей. Благодаря большим производствам в 2014 году от прибыли в казну Северной Осетии прибавится более 35 миллионов рублей. Однако здесь, как и на фабрике «Рокос», катастрофически не хватает специалистов. Помощь единственная. Тяжело очень с кадрами. И если мы начнем строить дом, то, видимо, люди потянутся. Квартиры нужны всем. Вот мы сейчас строим общежитие. 10 двухкомнатных и 10 однокомнатных секций. Потянутся рабочие кадры, все. Премьер пообещал выделить землю. Несмотря на недостаточные темпы роста промышленных предприятий в целом по России, и «Рокос», и «Радуга» демонстрируют высокие темпы производства. Они осваивают новые виды продукции и имеют хорошие перспективы развития. В связи с этим председатель правительства отметил необходимость во всемирной поддержке таких предприятий. Елена Черенкова, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ.